Для них я был гагаузом. Когда мы выезжали в составе сборной Молдовы куда-то за границу, я становился молдаваном. После моего второго поражения там я вообще прям закрылся в себе очень сильно. Тебе бывало страшно? Конечно. Чего ты боялся тогда? Все началось с детства, я боялся темноты. Сколько языков ты знаешь? Я свободно общаюсь на английском, немецком, русском, гагаузском, молдавском и болгарском. Ну как это? Я прожил обезьяна. Мне, если честно, мне библейская теория происхождения человека намного ближе. Ты показываешь, что я в эту полочку не вмещаюсь. На секундочку уберем все магазины. И все, это крах. Это на самом деле все мужчины нытики. Без обид, мужики. Я с вами, но мы нытики. Давайте назовем вещи своими именами. Привет, Александр. Здравствуй. Добро пожаловать на подкаст «Добрый пастух и Чобан». Вот умиротворенный, спокойный, добрый, сильный человек. И вот Александра, я знаю с детства. В принципе, даже имел счастье в один зал немножко вместе тренироваться. И вот я вижу, смотрю на тебя, интервью с тобой смотрел, твои бои. Тебя все любят в Гагаузии, в Молдове. Но сегодня я бы хотел поговорить не только о спорте, потому что 90% интервью с тобой, о спорте, потому что ты в этом именно как специалист и чемпион. Но хотел бы поговорить с тобой о твоей целостности. И я вижу, что ты целостная личность. И сегодня есть у людей кризис такой цельности. То есть ты мужчина, ты отец, у тебя есть семья прекрасная, ты много говоришь о семье, ты спортсмен, ты тренер, к тому же ты обожаешь книги читать, я знаю, да, и знаешь несколько языков. И вот это все формирует тебя как такую целостную личность. И это интересно, потому что обычно человек выбирает одно направление, и это и перекос, и он перестает быть такой гармоничным человеком. Ты это специально, да? Вот так стараешь себя разносторонне. То есть тут ты спортсмен, тут ты человек, который читает книги. То есть это не всегда, да, у людей складывается в уме. Или оно естественно как-то, или это воспитание? Нет, знаешь, Илья, это скорее всего что-то такое на уровне инстинктов. И все-таки хочется показать этому миру, что вот этот устарелый образ спортсмена, который человек должен быть всегда суровым, у себя на волне, какой-то такой суровым взглядом, с не очень связанной речью, что этот стереотип уже давно канул в историю, и нужно как можно быстрее от него отходить и забывать, как страшный сон, потому что я на личном примере убедился в том, что человек с низким уровнем IQ и со слабым уровнем образованности не может достигать высоких целей именно в профессиональном спорте. На уровне любителей, на уровне начинающих, на уровне массовости спорта малограмотные ребята, они еще могут выстрелить, либо разово выстрелить, то есть довести какую-то свою технику до роботизирования, то есть до автоматизма. То тогда может человек прострелить, но опять же разово, систематически это не получится делать. Потому что каждый раз, с каждым годом, даже как бы это ни звучало странно, спорт он тоже эволюционирует постоянно, кажется. Все говорят, что там в боксе может измениться, да, там или в боях. Все те же 4 удара, все только меняешь этажами, но подход, тенденции, тактика техническая, подготовка спортсменов, абсолютно все меняется, и нужно идти в ногу со временем, и для этого нужно развивать свои моральные, духовные принципы, которые, я считаю, что стоят все-таки во главе абсолютно любого успеха. Да, и мы еще сегодня про это поговорим, это очень интересно. В тебе очень интересно сочетаются вот эти вещи.
Я, смотря на тебя, вспомнил древнегреческого философа Платона, который... То есть мы представляем философов, это какие-то ботаники, очкарики, какие-то непонятные люди, но Платон был... Платон был очень даже мощным мужиком, он греко-римской борьбой занимался. То есть... Да, и даже выиграл Олимпиаду там, в Греции. Ну, конечно, это был не тот уровень, что сегодня. Скорее всего, пару регионов собралось, но все равно. Факт в том, что Олимпиада остается Олимпиадой, вне зависимости от времени провождения. Да. И в то же время это философ мудрейший, учитель Аристотеля, Аристотель учитель Александра Македонского, и тоже и спортсмен олимпийский. И вот это сочеталось. То есть раньше образ философа был широкоплечего, сильного, мудрого, спокойного, очень умного. И вот ты как бы возрождаешь вот этот образ. И это интересно. Ну, я тебе хочу сказать другое, что если наравне ты развиваешь свои физические какие-то навыки и свои интеллектуальные навыки, это реально приносит баланс и какое-то умиротворение в твоей жизни. То есть ты начинаешь давать отчет, что да, ты обладаешь какими-то навыками, что ты, скажем так, сильнее, развитый и более опасный, чем простой рядовой человек. И ты понимаешь, что это дополнительная ответственность на тебя. То есть ты понимаешь, что ты должен держать это под контролем, потому что когда сила попадает не в те руки, то это приводит к очень плачевным обстоятельствам. Для всех. Не зря говорят, что раньше войны выигрывали мудрейшие и сильнейшие, а сейчас с изобретением АК-47 все шансы уравнялись. Так что я считаю, что все-таки лучший конфликт, лучшая баталия — это та, которую удалось избежать путем переговоров. Да. Сколько языков ты знаешь? Ну, если мы будем сейчас говорить о разговорной речи, то около 6 языков. То есть я свободно общаюсь на английском, немецком, русском, гагаузском, молдавском и болгарский. Да. Туда же в придачу. В принципе, в детстве очень такое достаточное время проводил у бабушки на Украине, так что с легкостью понимаю и могу даже ответить на украинском. Еще и украинский можно добавить. А гагаузский — это тюркский мир, турецкий, азербайджанский, все родственные. Якутов, вот нам ребята из Якутии приезжали, я их тоже замечательно понимаю. То есть казахов, узбеков тоже всех понимаю, без проблем. Что ты любишь читать? И последнюю книгу какую? Сейчас вот мне буквально недавно мой товарищ в Америке подарил книгу, где собраны, скажем так, жизненные ситуации и жизненный путь всех величайших боксеров последнего столетия. То есть там о жизни, тренировочных лагерях и о том, как профессиональные боксеры справлялись с грузом ответственности, с грузом поражения. Потому что многие считают, что вот ты, там, если ты сильный, то этого достаточно. На самом деле, чем выше ты поднимаешь, тем больше ответственности. А любая ответственность, она оказывает на тебя давление. Да. И, в принципе, это очень приятно читать о таких людях и то, что они не стесняются выражать свои чувства. Потому что у нас здесь, если откровенно говоря, люди более такие скрытные, замкнутые в себе, чуть-чуть, стесняются демонстрировать свои чувства. А за океаном там неважно, что ты можешь быть 2-метровым, 140-килограммовым дядькой, там, ты можешь порадоваться как ребенок, и тут же он может поплакать как ребенок. То есть нет никаких ограничений, то есть каких-то рамок, которые бы говорили, ты не можешь себе этого позволить, так себя вести. Почему? Если хочется. Нам эмоции Господь дал именно для того, чтобы мы их демонстрировали и делились ими. Конечно, да. И псалмопевец Давид, великий воин и царь древности в Библии, один из ключевых персонажей, и стихи писал, и плакал, и радовался. То есть это гамма, да. И если человек скрывает одно и акцент на другое, в итоге такой лицемерный подход к жизни и к себе, такое коварство такое. И ты сам себя обманываешь. И вот это вот и основная, я считаю, что роль именно мужчины на земле — это научиться быть справедливым и честным самим собой. То есть многие ребята даже
будучи справедливыми с самим собой, то есть они находят свою проблему, но они не хотят быть честными, что эта проблема реально им мешает. То есть они говорят, да, типа это, ну, это, у меня есть плохая привычка, но ничего страшного, у всех же есть, у меня может быть. Ну, если так рассуждать, то можно и до абсурда докатиться. Все это делают, значит, ты можешь делать. То есть это ты перестаешь быть личностью, ты становишься подвластным какому-то стадному инстинкту. Да. А смысл от этого? Это же и отличает нас от животных, что каждый может быть абсолютно индивидуальным и развиваться именно в том ключе, в котором он хочет. Если сегодня общество будет тебе диктовать, что нужно, допустим, одевать только желтые штаны, ты же, если тебе не нравится, зачем тебе это делать? Да? Ты будешь по-любому делать то, что как тебе удобно. Или, допустим, носить все должны брюки. А если мне неудобно, я буду в спортивных ходить. Как я ходил, и сейчас буду ходить. И там через 30 лет то же самое буду это делать. В конце концов, человек отличается от животных вот этой способностью анализировать и делать свободный выбор. Да. И нести за него ответственность. Вот, да, как ты сказал, именно это делает мужчина мужчиной. То есть выход у нас, у гагаузов, потому что ты идентифицируешь себя как и гагаузский, и молдавский, да? Да. И, в принципе, очень интересно, как тебя очень часто пытаются в какие-то рамки узкие, да, вот так вписать. Вот гагаузский, а ты все-таки поправляешь, то есть ты свою позицию, то есть ты показываешь, что я в эту полочку не вмещаюсь, которую вы для меня приготовили, и как вы хотите меня видеть. И здесь вот она должна быть вот такой. И это очень интересно, что ты не только в спорте, да, ты настойчивый, ну, там, и так дальше, но и в том, чтобы отставить свою личность, свою идентичность. Ну вот посмотри, мои родители сюда переехали как молодые специалисты, они оба педагоги, их направили сюда по распределению тогда и в тогдашнем Советском Союзе. Они приехали, не чужие здесь были, то есть родился сначала брат, потом я, то есть мы русскоязычные, я на улице не понимал, потому что мы жили на Токаневске, там очень развит был гагаузский язык, даже среди детей, я не понимал. И так, пришлось выучить. Мне пришлось его учить, то есть он мне не особо ложился на слух, было тяжело, потому что у меня просто практики не было дома. Конечно. Если дома с тобой только на русском говорят, значит, в принципе, ты как губка будешь впитывать именно этот язык. И мне было тяжело. Потом со временем, когда я начал ездить почаще в деревню, то есть откуда отец из района Штефанвода, там у нас русская деревня, но близлежащие села все практически молдавские. И когда мы даже в футбол село против села играли, там к озеру ходили, собиралась молодежь, все гагаузом меня называли, да, точно так же, как когда я в сборную попал. Для них я был гагаузом. Когда мы выезжали в составе сборной Молдовы куда-то за границу, я становился молдаваном. Да? То есть, хотя по крови ты то есть вот это вот не то, и не это привычка полностью. у людей вешать какие-то ярлыки. То есть, нас в интернате научили одной прописной истине. Есть две нации. Есть человек и нелюдь. Вот человек, он всегда остается человеком. А нелюдь, он начинает уже делить общество там, по расовой принадлежности, по национальной принадлежности, и там по цвету кожи, по происхождению, по месту рождения, по всем этим моментам. А чем раньше люди поймут, что без разницы, какого цвета у него кожа, и где он родился, и на каком языке он разговаривает. Везде есть хорошие и везде есть плохие люди. Просто то, как мы их воспринимаем, вот это уже зависит то, как мы... Я бы даже сказал, то, как мы видим этот мир. То есть, если у тебя внутри зло, то ты озлобленный весь мир видишь. А если у тебя внутри добро, то ты пытаешься в людях разглядеть вот эту вот частичку добра, частичку света. Конечно. Красота в глазах смотрящего. Вот. И плюс ко всему, вот эта вот научная теория, что мы произошли от обезьяны, для меня, знаешь, как-то просто впервые я еще совсем юнцом был, когда это услышал. Для меня это, диковато было. Это, как это? Я произошел обезьяна. Мне, если честно, мне библейская теория происхождения человека намного ближе, потому что мне намного приятнее знать, что меня сотворил Господь, нежели мои предки спустились с пальм и там, что-то начали придумывать, там, кокос уже открывать
не руками, а с помощью палкой камня. там, да, или камнем. Почему-то за столько лет эволюции человечества еще ни одна обезьяна не слезла самостоятельно с дерева и не сказала: все, я не хочу там жить, я хочу жить в какой-то человеческой агломерации, то есть в этих городах. Обезьяны остаются обезьянами, люди остаются людьми. Дельфины даже умнее обезьян. Вот именно. Ты, может, стать дельфином ближе и не поймешь, что... Так можно вообще до абсурда найти. Да. Это... в конце концов, если... И вот от этого вопроса, кто нас создал или от кого мы произошли, по образу Божию или в результате эволюции, там, сжатая точка и так дальше... Вот наше отношение к этому вопросу, оно влияет потом и на всю нашу жизнь. Абсолютно. На этику, на отношение к себе, к другим людям. То есть мой друг, он просто умное животное. Ну да, homo sapiens, человек разумный, да? И просто поумневший зверь, или он образ Божий, или в нем есть ценность, которая выше, чем просто то, кого я вижу. А это вообще меняет всю жизнь, все отношение к действительности. Знаешь, мне были несколько моих товарищей, они атеисты, прям вот ярко выраженные, они прям топят за то, что нет никакой там ни высшей материи, нет ни Бога, нет ни энергии, нет ни души, нет ничего. Я говорю: хорошо, ребята, раз Бога нет, тогда в существовании чего вы не верите? Зачем отрицать то, чего не существует? Зачем пытаться говорить, что этого нет, если это реально нет? То есть ты, получается, парадоксально... Ты дерешься с пустотой. И интересно. После таких вопросов многие из них начинают задумываться. И на мою реплику, что в падающем самолете атеистов нет, некоторые из них прям пересмотрели свое видение этого вопроса. Да. Александр, вот продолжая вот эту тему духовно-нравственно-этическую, я вижу, что ты в спорте, ты необычный спортсмен. То, как ты относишься к своим соперникам после боя. Не всегда это есть, хотя это этика, да, спортивная. Потом, как ты выходишь на бой, то есть ты с крестом часто выходишь, ты делаешь крестное знамение. Затем, после победы я видел, ты часто показываешь, да, что это что значит? Не, я указываю этот жест, это что абсолютно любая моя победа, она всегда во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ага. То есть кому ты посвящаешь эти победы и в чем цель все от этих Бога. побед? Все это от Бога. Я четко понимаю, что если у меня есть какой-то талант, то есть у меня талант в единоборствах, значит, мне не зря дал Господь этот талант, то это возможность через спорт прославить Его имя и плюс ко всему прокормить свою семью. То есть... У меня в жизни было немного тяжелый период, который благодаря Богу и моей жене мы преодолели. И единственное, что я хочу сказать вам, ребята, King Kong is back. King Kong is back. Не зря там есть у человека талант петь, он через это тоже может прославлять Бога. То есть это все зависит от него, от того, как он распорядится дальше своим талантом. Абсолютно у каждого человека есть свой талант. Вот, у кого-то вот талант кожевника, у кого-то талант гончара, у кого-то... Мне Господь дал такой талант. Да. Глупо им не воспользоваться. Да, конечно, только глупец зароет свой талант. Вот то, что ты сейчас сказал, это очень глубоко и интересно. И это чувствуется и в тебе, и в твоих боях. То есть, что ты вот эту славу победителя, ты ее не берешь себе, чтобы она тебя раздула и уничтожила изнутри, а ты ее отдаешь Создателю, Богу. То есть ты, можно сказать, у тебя есть прививка от гордости. Ну, я думаю, что эту прививку от гордости я получил с течением времени и воспитанием моих родителей, потому что, знаешь, я на примере даже своих старших товарищей всегда понимал, что, к сожалению, спорт — это такая штука, где у победы будет всегда родителей много, а поражение будет всегда сиротой. То есть, как только ты становишься известным, успешным, вокруг очень много обывателей появляется, вокруг очень много псевдодрузей появляются, которые все будут рукоплескать, которые будут говорить, какой ты классный, какой ты молодец, и тут же будут стараться
из-за своей какой-то зависти тебя затянуть, привить тебе какие-то вредные привычки, чтобы ты выбился из режима. И я несовершенен, я тоже наступал на эти грабли, но, слава Богу, теперь я четко знаю, для чего я на этом свете, и знаю смысл своей жизни. То есть верно ли вот это сказать, что одна из опасностей спортсменов и вообще людей, заточенных побеждать, что когда они получают эти победы и достаточно натренированы, что потом эта же победа делает их гордыми, и она становится причиной поражений? Вот ты знаешь такие примеры, когда человек вроде бы начинает побеждать, но затем задирает нос, и вот эта гордость останавливает его? Знаешь, это очень популярное такое мнение в обществе, что либо деньги, либо слава, они вскружили голову человеку, и он потерял голову, не смог совладать с гордостью, он не смог совладать с известностью. А на самом деле, я считаю, что все намного проще. Человек просто был всегда таким, просто он не мог себе позволить так себя вести. То есть он всегда был каким-то гордым, он всегда был каким-то высокомерным, просто ему либо социальное положение, либо финансовое положение не позволяло проявить это. Вот и все. Так что я считаю, что большие деньги и большая популярность просто раскрывают твою сущность. Оно ни в коем случае никак не может и затмить твой разум. Ее. Ты тот, кого ты больше кормишь. Не зря даже в мифологии, что типа у нас на правом плече ангела, на левом дьявол, и кого ты больше кормишь, что ты сильнее. То точно так же и здесь. То есть изначально в каждом из нас мы приходим чистыми в этот мир. Не зря даже у нас по православию говорят, что до 7 лет маленькие дети — это ангелы. Потом им уже нужно причащаться, держать пост, то есть исповедоваться регулярно. Нужно даже стараться это пораньше прививать детям. Чем раньше, тем лучше, чтобы они понимали, что это правильно, что это нормально что-то. Так что, знаешь, я считаю, что в процессе жизни мы теряем именно связь с Богом, потому что на сегодняшний день все чересчур сильно материализовано. И я считаю, что именно наша задача как родителей привести своего домочадца к Богу, потому что это самый лучший пример — это личный пример. Толку, что мы им будем говорить, что так делать нельзя, если тут же мы делаем так же. Точно, тут толку мне своим 2 сыновьям говорить, что высокомерие и издевательство над более слабым — это плохо, если я буду после победы в октагоне унижать другого. Неуважительно относиться к своему сопернику. Значит, мои слова не имеют ценности. Да, британская пословица, не воспитывай сына, воспитай себя, он все равно будет похожим на тебя. Вот эта тема гордости, она в Библии одна из вообще ключевых. Я знаю, что ты читаешь Слово Божие, в одном из интервью ты говорил это. Мы с женой полностью прочитали весь Новый Завет. К Ветхому Завету я так еще и не приступил, потому что как-то я до сих пор еще перевариваю Новый Завет. Потому что Библия — это уникальная книга, ее сколько раз прочитаешь, столько раз ты что-то новое для себя и откроешь. Она живая. Это... Бог через нее работает. Да. Это не просто как-то... Это уникальное писание, которое можно назвать и историческим, и философским, и богословским. То есть через Библию человек впитывает... Не зря это называют Слово Божьим, но я считаю, что все-таки через Библию человек впитывает какую-то благодать. Да, конечно. Да. Это главный источник такой связи с Богом. Один из самых прямых. Да, один из прямых. И в Библии эта тема гордости, просто и спортсмены есть разных типов, это видно по ним, и ты ты один из ярких представителей смиренных спортсменов. Смотри, тема гордости. Люцифер, дьявол. Да. С чего началось? Восстал против Бога, потому что гордым был. Гордыня. Он хотел занять место Бога. Это главное качество дьявола. И потом он автор, он изобретатель этого качества. Потом это же качество в книге Даниила в Ветхом Завете. Там был такой великий царь Навуходоносор, Великая Вавилонская империя, там самая большая в мире. И эту историю все тоже должны знать. Да, и он пишет в Даниил пишет в 4 главе там. И однажды он сказал: «Я, Навуходоносор, создал это все, благодаря моему уму, мудрости все создалось». И в тот же момент голос с неба:
и он на 7 лет теряет свой рассудок и вообще становится как зверь, ест траву там под дождем и так дальше. Его изгоняют из города, и он просто в полях живет, у него такие волосы, ногти и так дальше. То есть он становится диким, то есть такое унижение, упражнение для смирения. И затем он кается и смиряется, и снова Господь его делает опять царем. Тут падение, извлечение урока, и затем вот это восстановление. Я бы даже сказал, что это было не унижение, а как холодный душ для человека. Потому что я считаю, что все-таки Господь, Он милосерден, но Он не наказывает. Господь все-таки, я считаю, что Он просто воздает всем по заслугам. Потому что Господь — это Творец самого главного, то, что может дать только Господь, это любви. Потому что Бог — это и есть любовь. То есть, если ты познал это чувство в жизни, то ты понимаешь, насколько дорого оно, насколько это правильно. И все-таки человек, познавший чувство любви, у него меняется вообще отношение к этому миру и восприятию абсолютно всего. Да, да. И именно вот золотой стих Библии, да, все говорят, там Иоанна 3,16. Это мой любимый стих. Да, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да, то есть и получается, ибо так возлюбил, то есть мотив Бога, чтобы спасти человечество, это любовь, это Его качество, это потому что Он автор, его детище, это прямое доказательство и прямой пример того, как мы должны относиться к своим детям. С любовью. С любовью. То есть мы свое дело, знаешь, многие трактуют четко, как там это написано, но если чуть-чуть раскрыть рамки, там будет видно, что человек — это создание Господа. Мы, если так разобраться, мы все дети Божьи. Да. То есть Он готов отдать одно свое, пожертвовать одним своим творением, чтобы спасти все остальное. То есть Он готов чем-то, как в шахматах, пожертвовать пешкой, чтобы спасти короля. То есть в этом отношении я не хочу сказать, что Иисус был пешкой. Иисус был именно той тропой, которая нам укажет, куда нам нужно следовать и каким образом это нужно сделать. Да. Это был, многие говорят, ну вот там кто-то из историков почему там не упоминают об Иисусе. Я говорю, как не упоминают? Есть очень много упоминаний, есть очень много писаний и манускриптов, которые это подтверждают. И просто человек — это такое существо, которое в процессе своей жизнедеятельности до того сильно пропитывается какими-то материальными благами, и он забывает именно о том, что самое главное — это внутри тебя. Мы что там, стараемся побольше себе дом отхватить, повыше построить себе какой-то забор, оградиться от всех, там, покруче машину взять, покруче вещи натянуть. Но нужно переживать не то, в чем ты одет, а то, что внутри тебя. Ну, слова Господа Иисуса, что пользуется человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Да? И что? То есть, получается, душа человека, она ценнее всего мира. Это единственное, что имеет цену. Да, это очень интересно. И вот продолжая тему смирения и Христа, вот как ты сказал, Иоанна 3,16, вот Троица, да, Отец, Сын, Дух Святой, как ты, интересно, да, специально, чтобы подчеркнуть триединство Бога. Получается, что вот Отец посылает Сына, да, то есть и Бог приходит на землю, Иисус смиряется, и приходит на землю, становится человеком и умирает, то есть унижается, чтобы нас спасти. Вот это смирение, то есть мы спасаемся только благодаря Его смирению. Да. И затем хотим быть похожими на... И вот поэтому христиане, истинные христиане, это люди смирения, прощения, любви. И ты это проповедуешь. Пусть не словами, не как, но вот в каких-то нюансах вот твоих боев, в твоем отношении это видно. Ведь каждый что-то транслирует, какую-то идею. Вот это прекрасно. Я вижу, вот, что ты не просто боец, но ты имеешь некую еще миссию какую-то, вот внутреннюю, тихую, такую тихо, вот... спокойно гну свою линию, и при этом, знаешь, если это изменит хоть
хотя бы одного человека в этой жизни в лучшую сторону, я буду уже счастлив и рад. Значит, моя миссия выполнена. Да, да. Ну, был один такой силач в Библии. Кстати, советую тебе книгу «Ветхий Завет». Много книг есть, но можешь начать с книги «Судей». И ее несложно воспринимать, она такой исторического такого характера. И там вот несколько глав посвящено силачу древнееврейскому, его звали Самсон. Помните, в детской Библии там дети с длинными волосами. И пока он был послушный Богу, одно из его послушаний было не стричь волосы. То есть у него была сила от Бога. Ну, не только от тренировок, но именно написано, Дух Святой сходил на него, и он там челюстью осла, там армию соперников один. Ну, это было какое-то особое состояние сверхъестественное. Я думаю, это не ММА у него было, что-то другое, там с филистимлянами и так дальше. Но потом, вот эта тема смирения, источник силы был, но затем он грешил, и в итоге и секрет там, да, свой выдал. И эта женщина, Далида, блудница, срезала ему волосы во сне. То есть полное непослушание, бунт против Бога. Затем он лишается своей силы полностью, как ребенок. Его унижают, ослепляют. И потом он перед смертью опять волосы отрастают, и он это здание, в котором были враги, его разрушает. То есть тоже этот пример, что пока ты смиренный и послушный Богу, ты имеешь силу, ты имеешь цель в жизни, ты понимаешь, кто ты, кто такой Бог, у тебя все на своих местах. Ты не впадешь в депрессию, в неадекват какой-то, в разные искушения. Но когда ты отходишь от Бога, бунтуешь, ты растрачиваешь свой дар по мелочам, по пустякам, то все. Это полная такая деградация. Но, опять же, шанс остается. Знаешь, есть такой профессиональный боксер Мэнни Пакьяо, это просто легенда бокса. И в одном из своих интервью он сказал замечательную фразу молодому боксеру, который был основным претендентом на пояс, которым владел на тот момент Мэнни Пакьяо. Этот молодой юноша был очень импульсивен, там много чего наговорил на пресс-конференциях, что уничтожит наследие Пакьяо. И Пакьяо четко сказал, говорит, не торопись, потому что любой смиренный будет возвышен, а любой горливый будет унижен. И это произошло в ринге. Весь мир увидел, как молодой, ярый, голодный, амбициозный зверь был просто повержен в играющей манере. Вот и все. Это яркий пример того, что не только в ринге, не только в клетке этот закон работает, он работает и в повседневной жизни. Да, вот и все, да. Интересно. Я хотел, ты сказал, что именно важно быть мужчиной, да, иметь свои принципы. И одно из качеств настоящего мужчины – это любовь, уважение, да, и ты это транслируешь. Сегодня одна из причин кризиса в обществе у многих людей, не только у гагаузов, в целом это глобальная проблема, это кризис мужественности. Это когда мужчины перестают быть мужчинами. Много причин у этого. Мы с детства окружены только женщинами в школе, женщины-педагоги. Это не всегда плохо, но и в итоге затем ты не берешь ответственность на себя, эта слабость, эта женственность мужчин. И мы видим ее. То есть мужчины меньше уже физически работают, то, что раньше было, да, ты вынужден был идти, сейчас все. В итоге мужчина, женщина, одинаковые нагрузки там, одинаково за компьютерами тот и этот, и какой-то схожий образ жизни, и в итоге делает так, что уже мужчины становятся слабыми, как физически, так и ментально, морально. И давай поговорим о мужественности, потому что ты имеешь право об этом говорить. Что значит, то есть согласен ли ты с тем, что сейчас есть кризис мужественности, и он приведет еще к огромным другим кризисам, когда мужчины отказываются от своей роли мужчины и главы семьи, да, лидеров, рыцарей добрых. Ты согласен, что есть эта проблема? И как ее решать? Сейчас, в принципе, существуют основные две проблемы. Это мужественные женщины и женственные мужчины. То есть это то, что реально на сегодняшний день мы можем наблюдать в сегодняшнем обществе.
Эта проблема, я считаю, что отнюдь не в том, что нас окружают женщины или нас обучают женщины в школах. Да, и в этом. Если так разобраться, то без женщины не было бы нас. Мы приходим в этот мир через женщину. И даже вот буквально недавно я наткнулся на историческое происхождение слова «баба». То есть, если сейчас слово «баба» — это какое-то ругательское, то есть унижение, то раньше это бабой называли только женщину, родившую дочь. То есть это был, если сейчас считается продолжение рода, если родился мужчина, то раньше, если именно родилась дочь, то тогда считалось продолжение рода, то есть родилась та, благодаря которой сможет появиться новый человек на свет. То есть, видишь, даже в процессе жизни такое прекрасное слово с таким прекрасным значением, из-за того, что кто-то когда-то придумал какую-то сказку, байку, это все испортилось и в искаженном виде дошло до нас. Точно так же нам кто-то пытается всегда со стороны привить, что нам нужно делать, и какие-то модные, что будет сегодня модно, что будет быть не модным. То есть на сегодня, если так провести параллель, большая проблема в том, что модно быть глупым. Модно быть глупым. Ну, посмотри, все ведущие топовые блогеры, посмотри на них. Ну, откуда там мужественность? Ну, то есть модно быть слабым, модно глупым? Быть глупым, модно быть педантным, модно быть таким, как говорят сейчас в обществе среди настоящих ребят, таким сладким мальчиком. Ну, блин, если вы все будут сладкими мальчиками, кто в поле будет работать, ребят? Да. Что вы будете кушать? Если вы все будете сладкими мажорами и кататься на маминых, папиных машинах, а кто эти машины будет делать? Да. Откуда ты возьмешь деньги, если даже элементарно деньги печатать не с чего будет, потому что никто не будет лес валить и лес выращивать. Ну, конечно, вот это искушение комфортом, оно очень обманчиво. Ну, знаешь, этот парадокс, круговорот в природе. Сильные люди создают легкие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают тяжелые времена. Тяжелые времена, опять же, порождают сильных людей. То есть, как говорят, лучший враг хорошего, но на самом деле, чем хуже, тем лучше. То есть, это парадоксально, иногда работает. Не зря говорят, что отпусти просто ребенка в поле, и он сам себе всему научится. Нет, он научится только лишь, если будет рядом отец, будет ему показывать, как это нужно сделать. А если мы на сегодняшний день будем все такими белоручками, все будем чересчур педантными, и не приведи Господь, произойдет какой-то катаклизм, но не будет супермаркета. Да, и надо... Тебе нужно пойти и вырастить. Да? Допустим, тебе нужно будет вернуться опять за плуг, за лошадь, за вала своего, и взращивать, обрабатывать землю, взращивать злаки для того, чтобы прокормить свою семью. Ты просто, негде купить. Вот на секундочку уберем все магазины, и все, это крах. Я думаю, что 80% населения просто сразу вымрет в течение 10 дней. Потому что люди живут в своей зоне комфорта, и они даже не хотят допустить в малейшей мысли, что в момент этого может не стать. Но, знаешь, как говорят, пути Господни неисповедимы. Да. Вот именно продолжая вот эту тему мужской бесхарактерности, мужской слабости, на Западе, такой канадский философ стал очень известным, Джордан Питерсон, может быть, слышен, лидер такой. Консерватор. Да, консерваторов идейный, его обожает молодежь, студенты. И вот он именно на эту тему пишет книги. И вот в одной из книг у него есть идея, что настоящий мужчина должен быть потенциально опасным. То есть иметь потенциал к опасности. Он должен сдерживать свою силу, контролировать ее, быть джентльмен, нежный, нежный, то есть иметь вот ту сторону. Но именно вот это, то, что если нужно будет, он способен проявить какую-то силу, какое-то решительное действие, смелость.
И вот именно она дает ему право и авторитет какой-то, чтобы вот делать что-то в этом мире и менять его. Иначе, если ты не имеешь вот этой потенциальной вот этой силы или то, что делает, ну, опасность в позитивном смысле, то есть, да, то ты как пчела без жала, то есть, да, то есть оно ей не нужно, оно это в крайнем случае использует, но оно у нее есть. Ее задача мед добывать, но ты знаешь, ты осторожен к пчелам подходя, потому что у них есть этот потенциал опасности. И вот он видит опасность в том, что сегодняшние мужчины, вот не имеют вот этой потенции к опасности. Не знаю, ты согласен с этим? В принципе, это и должно отличать мужчину от женщины. То есть многие путают вот эту вот, как ты называешь, потенциальную опасность с агрессией. Нет, это не агрессия, это то, что нам заложено свыше. Мужчина должен быть защитником. Почему даже в церкви, когда нас венчают, да, когда и даже в обществе, когда говорят, мужчина что делает? Женится, правильно? А женщина что делает? Замуж. Выходит замуж. То есть это уже конкретно тебе дают понять, что ты должен быть стеной, ты должен быть защитой, что ты оплот номер один в защите своей ячейки общества, то есть своей семьи. Потому что все начинается с малого. Научишься защищать семью, значит, ты будешь четко защищать свои интересы. Научишься защищать свои интересы, ты сможешь эти интересы дальше толкать в общество. Сможешь отстоять свои интересы в обществе, общество станет более здоровым и здравомыслящим. И это все идет получается, от крупички к крупичке. А когда нам с экранов и через социальные сети нам диктуют, что да, это ерунда, что там, здоровый образ жизни, это неправильно, вот иди купи себе электронную сигарету, побалдей, и все будет замечательно, или там, зачем нам открывать на сегодняшний день в Камрате открытый бассейн, лучше еще пару баров и ресторанов откроем, зачем нам? Тут на тебе, пожалуйста, чистая прибыль, а там будут люди здоровые, зачем нам это неинтересно. То есть все берется просто из элементарных мелочей, которым люди не придают должного внимания. Да. Потому что, знаешь, говорят, это мелочь, то мелочь, там мелочь, здесь мелочь. И если собрать эти 10 мелочей воедино, то это огромная глобальная проблема. Конечно, да. Так что порой на мелочах тоже можно позацикливаться. Да. Спасибо, Александр, это очень-очень интересно. Потом буду пересматривать и сам вникать, думать еще раз это, осмысливать. Ну вот мы говорим о мужественности, и одно из качеств мужчины это... Ну вообще, мы можем набор качеств мужчины вот, постараться угадать? Вот мы говорили о силе духовной, физической, еще вот несколько качеств. Какие ты мог бы выделить мужчине как ключевые? Ну, в первую очередь, это сила, надежность, мудрость. Не ум, а именно мудрость. Потому что можно быть грамотным, можно быть начитанным, а дураком. Умный дурак. Умный дурак – это самая большая опасность для общества. Честь – это то, без чего мужчине нельзя. Потому что бесчестный мужчина – это... В принципе, его уже и мужчиной назвать нельзя. Потому что знаешь, как говорят, что мужик, я родился мужиком. Не. Мужиками не рождаются, мужиками становятся. Мужиком нужно стать, нужно впитать вот эти вот мужские качества, мужской характер. И тот факт, что ты сказал, что ребята не хотят брать на себя ответственность, это вот и отличает мужчину от сладких мальчиков, которые привыкли, что за них все будут решать, что мама с папой за них все решат. Все-таки мужчина должен брать на себя ответственность, мужчина должен брать на себя ответственность за себя, за свою семью, принимать и тяжелые решения. Да, мы с женой практически всегда, абсолютно в любом моменте мы советуемся, приходим к какому-то общему знаменателю. Но она мне всегда говорила, что последний выбор по-любому за тобой, как за главой семьи. То есть настоящий мужчина – это не тот, который говорит, что он хозяин в доме, а тот, кому жена позволила быть хозяином в доме. Вот и все.
Да. То есть это гармония, это любовь. Это где у каждого есть своя роль. Ну, знаешь, все кричат, что вот я такой сильный, я молодец. Но без хорошего тыла, без поддержки, без понимания дома ты ничего не достигнешь в этой жизни. То есть, если ты хочешь чего-то достичь, если ты у тебя есть какие-то идеи, ты рвешься к чему-то, и ты приходишь домой, а в ответ 0 поддержки, то ты ничего не добьешься, ты просто будешь прозябать свою жизнь и все. Вау. Тебе бывало страшно? Конечно. Чего ты боялся когда-то в своей жизни? Все началось с детства, когда я боялся темноты. И мои братья часто этим пользовались, издевались надо мной. И поэтому я тогда понял, что страхи нужно преодолевать. И с течением времени я понял, что как бы, скорее всего, в моей голове страх темноты был это страх перед чем-то неизведанным. Может, именно это в детстве меня сподвигло на то, что если я чего-то не знаю, что нет ничего страшного в этом, просто нужно сделать шаг вперед и попробовать это раскрыть, все эти грани, все эти скобки, попробовать разобраться в этом. Но страхов на самом деле очень много у каждого человека. Я думаю, что один из самых больших страхов в моей жизни — это потерять семью. Потому что это то, без чего я реально себя дальше не вижу. Потерять работу. Сегодня ты потерял работу, завтра ты устроился на новую. Слегка потерять здоровье. Сегодняшняя медицина, можно его подлатать. Потерять машину, дом — это ерунда, это можно заново отстроить. А семья, не знаю, семья — это, по-моему, это все, что у тебя есть в жизни. Александр, спасибо большое. Ты так разложил и очень искренне. Спасибо тебе за искренность, за не вот эти шаблонные, прикрытые, упакованные ответы, а за то, что ты вот именно делишься. И я верю, что эта программа будет полезна нашим зрителям, и молодым, и взрослым, и мальчикам, и девочкам. А насчет девочек, это вообще, когда у меня дочка родилась, это мой мир вообще полностью перевернулся. Теперь я четко знаю, что все-таки, когда у тебя рождается дочь, ты только в тот момент ты становишься папулей. У меня 2 сына, ты для них батя, папка, папаня. Но дочка — это другой мир, это вообще, это полностью, это единственный человек в семье, который меня может развести абсолютно на что угодно. Это, по-моему, единственный человек в семье, которому я не могу сказать нет. Иногда я злюсь на себя из-за этого, и мне жена часто говорит, что как бы ты перебарщиваешь. Но это... Я не знаю, как. Вот она приходит, этими глазками на тебя смотрит. Папа, И что самое характерное, что пацаны это уже заметили и начинают ее постоянно как делегата отправлять. То есть они делегировали Машу ко мне, потому что знают, что папа ей нет, не скажет, и все. Она переговорщик там. Все, Маша наш амбассадор. Интересно. Вот еще я бы хотел вот с тобой на вот эту тему поговорить. Мы немножко говорили, но если можно расширить ее, о источнике силы. Да, в чем сила, брат? Вот о истинной силе ты говорил, вот, что вы с женой Писание читаете, да, к Богу приближаетесь через это. Как людям находить вот эту силу? Потому что человек чувствует себя слабым и пытается за какие-то крупицы надежды в интернете бесконечно скроллить, за какие-то сплетни, за какую-то ложь. А ведь это все от слабости. То есть он не способен, у него нет иммунитета внутреннего ни к чему. И вот эта внутренняя слабость его предрасполагает к всякой ерунде. Вот я о силе вообще думаю последние месяцы, о некой... Ну вот я видел Качков, но ты разговариваешь с ним, ты видишь, почему-то ты не боишься его. Ты видишь слабость за этими мышцами, ты видишь напротив попытку скрыть свою слабость. Это не сила. Вот Солженицына читал недавно, «Один день Иван Денисович», там, «Круги первых», «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, он сам был
да, в разных лагерях и так дальше. И вот он проводил исследования, кто не ломается в этих ужасных обстоятельствах. Вот кто сохраняет достоинство, честь, какую-то человечность и остается внутренне на стороне добра, кто не сгибается все равно. И вот он, проводя это исследование, приходит вот к выводу, что две категории людей. Первая – это искренне верующие в Бога люди. И вторая – это офицеры, такие военные, которые смотрели в глаза смерти, которые видели уже жизнь на пределе. И теперь все остальное на фоне того, что они пережили, им уже намного легче. Не закалка. Да, вот это. И только эти две категории. Все остальные, а их очень мало. Все остальные категории, все ломались, все прогибались, всеми манипулировали. То есть вот и он ищет. Почему сила вот у этих? И вот он говорит там в одном дне Иван Денисович, это даже в школьной программе есть, что там этот Алешка был худенький, слабенький, но духом сильный, и его никто и ничто не смогло сломать. Его там на 20 лет на каторгу приговорили за веру в Бога. Вот откуда вот эта сила? Ведь она получается не в мышцах. Нет. Это просто одно из маленьких проявлений ее. Вот в чем она? Как знаешь, наше тело – это то, что можно натренировать. То есть, по большому счету, это футляр, это всего лишь обложка. Красивая обложка, она никогда не раскроет сути прочитанной книги. То есть, на сегодняшний день есть очень много красивых глянцевых журналов, которые там тебе сулят, что если ты его прочтешь, ты станешь таким умным, что там столько интереса ты открываешь, но это пустышка. Ну вот я считаю, что люди, которые считают, что они якобы сильные, будут, если они пойдут, подкачаются. Да, ты физически, может быть, не может быть, ты физически станешь сильнее. Но толку от твоей физической силы, если душка не хватает. Вот как? Сила духа – это то, что нужно закладывать с детства. Я считаю, что это нужно закладывать с детства, это нужно приучать подрастающее поколение к ответственности. А посмотри на сегодняшний день, дети, им все на блюдечке. Он не успел сказать, что он это хочет, ему раз на это. Они не знают такого слова «нет». Они не знают, что это нужно заслужить. Потому что гиперопека, она притупляет им нашу жизнь на важные инстинкты. То есть то, что нам в последующем должно пригодиться, а мы с детства это сами притупляем. То есть даже не притупляем, мы, можно сказать, что умножаем на 0 эти инстинкты в своих детях. То есть поэтому я считаю, что детям нужно давать возможность ошибаться, давать возможность брать на себя ответственность, давать возможность раскрывать какие-то свои сильные стороны. То есть, допустим, на сегодняшний день толку, что я, допустим, захочу, чтобы один из моих сыновей тоже был каким-то великим спортсменом, а если ему это не хочется, если он хочет быть ботаником. Ты не будешь настаивать? Я и не настаиваю, я не хочу настаивать. И они сами захотели в зал вперед. И я не хочу, чтобы они были профессиональными спортсменами, потому что я знаю, насколько это тяжело. Я знаю, насколько это тернистый путь. И все-таки, если кто-то из них выберет эту дорогу, я всячески постараюсь их предостеречь от этого, объяснить, насколько это тяжело. Но если они будут тверды в своем решении, все, что мне останется, это помочь им пройти по этому пути. Но я ни в коем случае и никаким образом не смогу пройти за них этот путь. Я могу быть рядом, я могу подсказывать, я могу их каким-то образом наставлять и постараться их уберечь от каких-то ошибок, которые сам сотворил. Но по-моему, еще нет ни одного родителя, который бы смог уберечь ребенка от ожога. Мы же все, ты тоже являешься отцом, и ты знаешь, как бы мы детям не говорили, что огонь это больно, что ты обожжешься, пока ребенок сам не обожжется. Да. Все твои вот эти вот рассказы будут тщетными. Порой, иногда нужно дать возможность ребенку набить шишку, чтобы он понял, что это больно. То есть
вот эта сила духа, она закладывается с детства. И она воспитывается. Ее можно воспитать с детства. Закалкой, да. И, к сожалению, родители, даже любя своих детей, Делают хуже для них. Да. То есть вот интересно, как любовь может... Гиперопека. То есть, навредить. И знаешь еще в чем, на какой мысли я себя поймал, что конкретно вот даже я иногда чересчур сильно балую своих детей по той причине, потому что этого не было у меня в детстве. То есть я когда-то в детстве мечтал об этом, этого у меня не было, но сейчас у меня есть возможность... Пусть хоть у моих детей будет, моим детям. Но потом, с течением времени, я понимаю, что как бы я перегибаю на этот счет. И даже элементарно вот с гаджетами. Старший захотел, одному же не возьмешь, взяли всем троим. У всех троих планшеты туда-сюда. Но мы пришли с ними к такому соглашению. Провинился один, у всех троих забираем гаджеты. И то есть у них появляется чувство ответственности, что если они что-то сделают не так, пострадает не только он, пострадает его брат, пострадает его сестра или пострадают чисто братья. То есть четко у них что-то где-то формируется уже, что есть ответственность и что я за кого-то тоже несу ответственность. Они вот сейчас все пытаются уговорить нас завести каких-то домашних питомцев, но нам просто по контракту нельзя. По съему жилья. Да, по съему жилья. Но на будущее, с Божьей помощью, когда приобретем свое, мы им четко сказали: хочешь, допустим, даже старший вот хочет игуану, не вопрос, мы возьмем тебе этот террариум, но ты должен за ней ухаживать сам. Твоя ответственность заботиться. Да? То есть мы в ответе за тех, кого мы приручили. Они должны это четко понимать, потому что ответственность, она помогает в дальнейшем в жизни избежать больших каких-то глобальных проблем. Это Александр Маленького принца процитировал в ответе за тех. Это читателям еще одна мотивация прочитать книжку. Спасибо, Александр. Да, через заботу за животных дети учатся ответственности. Да? Это вообще одна из форм даже лечения, даже восстановления и психического и так дальше. Именно близость с животными, вы это по педагогике проходили. Да, мы тоже. И это очень помогает. Именно поэтому вот люди раньше более ментально устойчивыми были, подготовлены. Потому что были ближе к природе, были ближе друг к другу. Да. То есть на сегодняшний день, знаешь, мне понравилась такая фраза, которая конкретно описывает, что происходит в нашем обществе. Говорит, народу много, людей осталось мало. Вот, пожалуйста. То есть мы в процессе своей жизнедеятельности мы упускаем вот этот момент и не сохраняем человека в человеке. То есть мы гонимся за какими-то благами, за какими-то земными богатствами, за каким-то признанием в обществе. Но на самом деле это в конце, когда ты подходишь к финальной черте, это ничего не имеет смысла. Соломон, великий царь, да? Пишет: суета, все суета. Что польза человеку трудиться? Это все останется в том другому. И в конце делает вывод: бойся Господа и заповеди Его соблюдай. В этом все для тебя. К юношам обращается. Самый богатый царь в истории. То есть все, о чем мы мечтаем, у него было. И он в итоге говорит: вот я этого добился. И это нет пустышка, это нет смысла. И вот с таким отношением, вот как ты говоришь, то есть, очевидно, что ни победы, ни поражения, они тебя не испортят, не сломают. Знаешь, мои первые поражения в ММА, они наоборот, они отсеяли просто шелуху. То есть вот ненужных и лишних людей, которые были просто из какой-то выгоды рядом, которые были просто из-за того, чтобы оказаться в объективе камеры. В лучах славы. Да, то есть там мне было обидно, что я проиграл, но я четко понимал, что значит, я где-то не доработал. А как ты восстановился после поражения эмоционально? Были мысли совсем оставить? Нет, совсем оставить мысли не было, но грузился из этого долго. Особенно после моего второго поражения, там я вообще прям закрылся в себе очень сильно. Жена помогла. Это
Во всех моих, если так разобраться, самых тяжелых моментах в жизни, рядом была жена, которая, можно так сказать, меня прям вытаскивала из этой пучины. Это все. Вау. Слава Богу за мудрых жен. Слава Богу, значит, я хорошо молился и просил хорошую жену. И она мне досталась, а ей досталось то, что осталось. Видишь, то есть даже говоря о том, как ты вышел из кризиса, ты не себя хвалишь, а ты благодаришь людей, которые были рядом с тобой. Потому что, может, из-за того, что реально, если так взять поодиночке, мы слабые существа. Мы реально, если так разобраться, особенно мужчина это слабое существо. Это ужасно слабое существо. На самом деле все мужчины нытики. Без обид, мужики. Я с вами, но мы нытики. Давайте назовем вещи своими именами. Да, мы очень ранимы. Потому что вообще, если бы мы не были нытиками, то рожали бы мужики. А так... Женщины терпимее? Конечно, но не более жестокие. Другая крайность. Женщины более жестокие. И это нашло даже отражение в моей дипломной работе, когда я заканчивал юрфак здесь у нас в Камрате. Я писал дипломную работу о связи осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях с внешним миром, как неотъемлемый факт их жизнедеятельности. То есть я писал о людях, которые отбывают срок в тюрьмах, жалеют ли они, не жалеют, как проходит их реабилитация, как проходит их восстановление. И когда я был в женской тюрьме и беседовал с заключенными, с женщинами... То есть ты материал так набирал вживую, шел в тюрьму, беседовал? Мне мой научный руководитель помог получить разрешение, допуски в несколько тюрем. Я был в Тараклийской, в Кокульской, в Кишиневе на Девятке и в женской, в Русской. Так. Это ужасно. Мужики, многие каялись. Я видел в их глазах надежду на исправление. Надежду, именно покаяние, что они раскаиваются, что очень многие говорят, что если бы у меня была возможность, я бы 100% сделал абсолютно все, чтобы это не повторилось. Ни одна из мной опрошенных женщин не сказала, что она о чем-то жалеет. И на вопрос, говорит, вы бы смогли еще раз это сделать? С удовольствием. Просто в лоб, говорят, без проблем. То есть это пугает. Да, и жалко, что люди так гасят в себе вот эту красоту и любовь, которую Бог заложил, но вот из-за грехов, из-за гордости, зависти, злости люди опять же, это все убирают. Воспитание. Да. Это проблема воспитания. Да, Александр, мы мужчины, в принципе, одиноки. Да. И поэтому Бог послал Адаму в Эдемском саду, он же был одинок. Да. Еву ему послал. То есть вот она... Поэтому у настоящего мужчины есть заложено вот это вот желание найти себе спутницу жизни, потому что, возможно, быть одиноким на этой земле это просто глупо. И это уникальная возможность оставить после себя что-то хорошее, что-то доброе на этой земле. Да. Либо, если ты от этого отказываешься, это большая жертва, такое уже монашество такое уже, то есть это фокус на чем-то одном, и это очень редко, это исключение такое. Например, Павел в Библии говорит. Это очень тяжело. Представь, насколько ты, то, что мужчина, в семье получает эту любовь, понимание, то есть он эту любовь, понимание теперь только от Господа Бога. Вот фокус только на него. Если Бог посылает мужчине жену в помощь, то здесь он даже от этого отказывается. Но это уже крайности, это особые люди в самом деле. Вот, кстати, вот про одиночество мужчины. Роман Даниэль Дефо, Робинзон Крузо. Интереснейший. Но я его читал... не в советской редактированной исправленной версии, где все стихи... А в оригинале. Да, в оригинале. И там, оказывается, советские редакторы убрали все, что касается Библии, Бога, его размышления. Потому что это все было вне закона. Да. Идеология была атеизм, наши родственники мартышки и так далее. Но роман многие любили, выросли на нем, конечно. И вот в оригинале
Там, слушай, там очень-очень много, чуть ли не ключевая мысль, что человек, находясь в одиночестве на необитаемом острове, один сам с собой, ему помогает не сойти с ума, сохранить адекватность, человечность, этику и ментальное свое здоровье, Слово Божие, Библия. Потому что одна из вещей, которую он с этого корабля вынес себе это была Библия, и он ее читал, потом он ее рассуждает о ней, он молится, он плачет, он возмущается, потом кается, и вот это, потом этот пятница, туземец, он ему тоже это... О Боге говорит, да? Он становится миссионером на этом необитаемом острове, этому туземцу. То есть эту линию полностью редакторы там из КРК убрали ее из романа. То есть получается, что, молодые люди, пока вы не женаты, есть все-таки друг у человека. Это Господь Бог. И даже Робинзон, не имея даже жены, да, на острове, он не сошел с ума, как мог бы, как Джонатан Селькирк, там прообраз этого Робинзона. Он, этот непослушный моряк, реальный случай был, и Дефо вдохновился из этого случая. Так этот моряк совсем с ума сошел. А вот вера и Слово Божие, оно держало его в адеквате. То есть, я вижу, мы сегодня, в общем-то, говорили о главных таких точках надежды. Это Господь и семья. Вот, то есть, ты говорил об этом. Знаешь, это... Есть очень классная такая карикатура из зонтов. Ага. Там, где Иисус, это главный зонт. Второй зонт – это отец. Третий зонт – это мать. И четвертый зонт – это дети. И для того, чтобы сильные бури не покалечили детей, все зонты должны быть на своем месте. Приоритеты. Все, да, правильно, все берется с головы. Как рыба гнет с головы, так же и семья и общество тоже гнет с головы. То есть, если мы будем упускать момент воспитания нашего подрастающего поколения, то тогда мы, будучи в преклонном возрасте, получим то, за что боролись. Да. Александр, ты имеешь дар не только спортсмена, талантлива, но и педагога. Это видно по твоим речам. Видно, что ты в семье педагога вырос. И ты уже тренируешь и других, да? Да, с 18 лет я занимаюсь профессорской преподавательской деятельностью. Вот, пожалуйста. И я думаю, в будущем, наверное, после своей карьеры спортивной... Есть мечта открыть свой зал и это передавать своим воспитанникам. А пока я в Америке работаю на человека. Но с Божьей помощью, думаю, мне получится открыть свой зал. Спасибо, Александр, за эту беседу на подкасте «Добрый пастух». Мы сегодня говорили о идеях, о принципах, о морали, о нравственности. Собственно, то, что мы сегодня транслировали, это было добро, любовь, прощение, семья, Господь, вера, смирение, любовь. Все эти идеи – это здоровые, добрые, светлые, от силы света исходящие идеи. Ну и мы их противопоставляли идеям тьмы, слабости, гордости, зависти и так дальше. Вот в этом противоставлении сегодня вот этот подкаст прошел. И, Александр, спасибо за то, что ты есть, за то, что ты являешься примером, а сегодня общество именно нуждается в примерах. Примером как мужчины, и как спортсмена, и как человека верующего, и как отца, и мужа. То есть такой комплексный пример в тебе есть. Спасибо за это. И это есть кто-то пишет книги, чтобы влиять на людей, кто-то преподает, кто-то проповедует, кто-то учит, кто-то снимает блог, а кто-то является хорошим спортсменом, хорошим отцом, просто мудрым, спокойным, адекватным мужчиной. Спасибо, Илья. Очень приятно. И этим самым он уже влияет на свое окружение. И сегодня мы попытались вот эту частичку тебя немножко показать нашим зрителям. Спасибо. Всех благ тебе. Спасибо.